Как воплощается программа «Спортивная борьба в школе»? Поговорим сегодня с куратором этой программы Марсель Юсупов. Марсель, привет. Здравствуйте. Мы пришли в одну из уфимских школ, школу номер 25, где есть специальное помещение. Все правильно понимаю? Все верно, да. Это вот мы сейчас заходим в помещение. Раньше это было подвальное помещение, теперь это вот помещение оборудовано для занятий урока спортивная борьба в школе и просто тренировок. Вот здесь помещение было, будем так называть, катакомбу, где здесь была разруха. И сегодня мы видим, в каком прекрасном виде это находится. Этот ремонт был сделан за счет средств школы, а уже оборудование, ковер, это уже за счет программы. Действительно сложно поверить, что когда-то здесь было разрушено и ничего не было. Очень хорошее помещение, очень комфортно, на мой взгляд. Это я вам говорю как, не как куратор, а именно как спортсмен, что здесь очень комфортно. Я сам с удовольствием потренировался. Марсель, есть ли какая-то проблема в школах именно с помещениями для спортзалов? Потому что, насколько я понимаю, ковер борцовский должен быть установлен стационарно. Ну, на самом деле такой проблемы нет. То есть одно из условий это у нас предоставление помещений, где мы могли бы класть ковер стационарный. Для всех школ это предусмотрено, именно ковер выделяется по программе. Каким образом решается этот вопрос? Да, то есть для всех школ, те, которые включены в проект. То есть вот у нас сейчас определены 46 школ, и там у нас за подписью директора у них уже есть определено помещение, определена квадратура. То есть мы уже сейчас приезжаем на место на школу, измеряем для того, чтобы был уже качественно изготовлен ковер. И к 1 сентября будем это устанавливать. Давайте, положа руку на сердце, 46 школ, как отбирали? Вообще это добровольно-принудительный порядок или сами все-таки школы хотят? Изначально было вот так, будем говорить так, как есть. Изначально вот спортивная борьба в школу, огромное желание, мы хотим. А потом, когда уже начал объяснять, им говорю, ребят, вы не переживайте, есть еще время. То есть мы хотим отработать это качество. У нас вот такие критерии. Ковер должен быть, это стационарный, это помещение, учитель физкультуры должен быть. И потихоньку уже нас начали, то есть и руководители отделов образования районов, и директора школы, они уже стали понимать, вникать. После того, как объясняешь, они говорят, да, у нас вот этого нет, у нас вот этого нет. И у нас вот теперь есть 46 школ, которые реально готовы, у них есть помещение, у них есть учитель физкультуры, у нас есть фамилия, имя, отчество этого учителя физкультуры, у нас есть помещение. То есть они у нас по договоренности к 1 июля готовят помещение, где они там все небольшие там недостачи убирают, чтобы мы туда просто могли приехать и застелить ковер. Где еще появляются школы? Я знаю, что 8 школ есть в Уфе, еще 8 по республике, но 46, это еще из-за Урала. В каких городах еще появятся? Районах, может быть? Вот у нас в городе Уфа 8 школ, добавляется еще одна школа, это 162-я «Смарт» у нас в Деме. Вот. По республике у нас определенно, это у нас Зауралье, на данное время у нас в Зауралье 12 школ, то есть центральный, северо-восток, южная часть. То есть у нас определены поделили по кустам, будем так говорить, и вот на данное время у нас самая большая школа это в Зауралье. То есть у нас там в районах где-то 2 школы, то есть мы стараемся брать не только центр, но вот именно дальние деревни, потому что, не будем скрывать, именно дети в сельской местности, я сам лично не раз видел, убеждался, что там дети растут уже со стержнем, будем так говорить, со спортивным стержнем, у которых есть желание, есть характер. То есть... Если с помещениями все понятно со школами, то что делать с тренерами? Не все учителя физкультуры владеют этим. Я понимаю, что будут проводиться курсы. Вот хватит ли мощностей, чтобы подготовить еще учителей физкультуры и для этих 46 школ? Да, мы вот с одной из проблем столкнулись о том, что да, вот, пожалуйста, материальное финансирование, а вот тот резерв, который непосредственно должен в эту программу доносить, это учителя физкультуры. То есть с этим проблемы столкнулись, ее решили в том формате. Есть у нас Башкирский государственный педагогический университет, при нем открывается отделение борьбы.
и где будет непосредственно сам разработчик этой программы «Спортивная борьба в школу» Василий Дяшев Цандыков. То есть и мы уже, если нету тренера, то есть по борьбе, да, учитель физкультуры, у него есть базовое понимание, что такое физкультура, и мы делаем повышение квалификации на базе БГПУ. То есть вот 16 школ у нас, учителя физкультуры уже вот в марте мы будем третий раз встречаться. И плюс мы будем приглашать этих 46 учителей физкультуры, которые будут задействованы с 2020 года. То есть это, они уже будут знать общее понимание, что это за программа, с чего нужно начинать. То есть у нас эта программа делится на два этапа. Первый – 5 класс и 6-11 класс. То есть если это брать первый этап, это у нас общее развивающее. То есть учитель физкультуры, который отучился, у которого есть образование, он кувырки, растяжка. Вот первый этап, будем говорить, вот в таком формате. Но еще концепция урока уже достаточно интересная. Там изучаются не только вот именно физические, да, какие-то вот борьбы, там еще и разные виды национальной борьбы разных народов. Правильно понимаю? Все верно, да. То есть эта программа разработана с элементами игр национальных видов спорта народов России. То есть там есть и наша борьба куреш, и калмыцкая, и хапсагай. То есть за счет этого детей уже завлекают именно в психологическом плане, психологический аспект вовлечения детей за счет игр в занятия физической культуры. А уже следующее, если у них есть предрасположение, то есть вот мы, пообщавшись с детьми, они сами говорят, что да, нам интересно. А вот следующий этап, если у них есть предрасположение к единоборствам, к борьбе, к спортивной борьбе, уже там подключается тренер непосредственно или в детской спортивной школе на селе. То есть, ну вот концепция вот этой программы в таком формате. Ну и основная задача этой программы вовлечь максимально обучающихся занятиям физической культуры. Вот что. Ну, наверное, вы сталкиваетесь с такой проблемой, что привлекать приходится не только детей, но еще и их родителей. Потому что для некоторых очень грозно звучит: «О, урок борьбы, это же там же научат бороться». Вы знаете, да, изначально была такая проблема, вот пообщавшись с директорами школ, они садятся с родителями, они объясняют, и у родителей реально меняется мнение, они понимают, что здесь-то не просто научить бороться, а здесь вообще физическое развивающее ребенка. И когда они это видят, они с большим удовольствием, будем говорить так, хотят, желают, чтобы у них дети участвовали в данной программе. То есть вот таких вот больших качков каких-нибудь здесь не будут воспитывать? Ну, знаете что, то есть борьба же это, ну, возьмите Буйвайсара Сайки, вы посмотрите на улицу, он не такой там, будем говорить, и качок, да. То есть если это Сан Саныч наш известный, то да, то есть это тяжеловес, известный тяжеловес. А здесь для того, чтобы научиться бороться, надо сначала просто общую физическую подготовку развить. Ну, то есть и привлекается все равно на добровольной основе? На добровольной основе это все решается, это все обговаривается, только на добровольной основе. Вы знаете, ребенка никак невозможно заставить заниматься тем, чем ему будет неинтересно. Есть тоже определенный психологический аспект, как вовлекают детей в спорт. То есть есть непосредственные примеры, я с ним сталкивался. То есть мало того, что хочет родитель. Вот ко мне многие подходят на мероприятиях и говорят, там, пап, я хочу, чтобы мой сын был борцом там, или каратистом, там, боксером. Я говорю, стоп, вы одно дело, что вы хотите, а что хочет ваш ребенок. Вот что вы в первую очередь должны смотреть. Я не спрашиваю, как это можно сделать. Я говорю, ну, вот есть пример, вот мой личный тренер, когда к нас в Учелах приходили и говорили там, я хочу, чтобы мой сын был там борцом, там, великим. Говорит, хорошо. Он поднимал их на второй этаж. Дети, вы знаете, у детей нет вот этого вот барьера между собой. Они максимально быстро в своей среде начинают. И он поднимает их наверх и смотрит, вот ваш ребенок, говорит, мы не мешаем и наблюдаем. Если ребенок в течение 10-15 минут вливается в коллектив, то да, его можно оставить. Если ребенок шел, сел в сторонке, я сам лично был примером, мой тренер говорил, так, сводите, пожалуйста, его в футбол и понаблюдайте в таком же формате. Года через 2-3 пришел этот отец и говорит, знаете, этот парень стал заниматься ударным видом спорта, кикбоксингом. То есть он в таком же формате привел ребенка в спорт, и он остался там. Вот в первую очередь как нужно, то есть не нужно ломать детей, надо прислушиваться к своим.
Ну и детям. буквально последний вопрос. Спортивная борьба в школе, эту программу на самом деле попытки внедрять были еще в 2016 году, но сейчас уже с 2019 года мы стараемся делать это более целенаправленно, более системно. Получается ли и на какой период мы ее рассматриваем? На 3 года, на 2, на 5 лет? Как вы думаете? Ну, смотрите, да, то есть это попытки были, но все равно должен быть посыл от того человека, который непосредственно, в первую очередь, это который переживает и болеет за детей. И второе, я думаю, это, если это еще и спортсмен, вот у нас глава Республики Башкортостан Ради Фаридович, он в первую очередь спортсмен, и в вторую очередь ему очень важно, чтобы у нас в республике подрастающее поколение было физически развитым. И вот эта данная программа сейчас мы отрабатываем. Вот на этих 16 было, когда у нас в 2019 году здесь было подписание соглашения, когда приезжал Михаил Геразевич Мамиашвили, и у нас был там после подписания соглашения круглый стол, где было озвучено: давайте запустим там 100 школ, там 150, 200. И я отстаивал и обосновал, говорю, ни в коем случае нельзя этого делать. Давайте мы отработаем там 10 школ, 15 в течение года, мы отработаем качество, а потом уже мы должны запускать это в системность. Если мы сейчас этого не сделаем, запустим сразу все 100 школ, поверьте, это не принесет, это принесет разовый, будем так говорить, хайп. А вот моя задача, как и спортсмена, как и там борца, и который реально хочет, чтобы наши дети были физически развиты. Вот 16 школ у нас есть, мы сейчас отработали качество, 46 школ с 2020 года, и у нас эта программа до 2024 года. И задача поставлена, чтобы 200 школ были запущены. И огромное желание, чтобы это на самом деле работало системно. Коротко, мы воспитываем олимпийских чемпионов или здоровое поколение? Мы подготавливаем олимпийских чемпионов через здоровое поколение. Спасибо большое, Марсель. А я напомню, сегодня мы говорили о развитии программы «Спортивная борьба в школе». Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.